Минстрой ведет работу по увеличению федерального финансирования на развитие строительства, обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей. Это отдельная госпрограмма, и с учетом сложных экономических показателей на ее реализацию снижены нормативы расходов. Тем временем есть и плюсы. В частности, увеличивается софинансирование на программу переселения. Эти вопросы подробно осветит Ольга Коняева. До 7,5 миллиардов увеличилось финансирование программы расселения ветхостроя, причем за счет средств Фонда реформирования ЖКХ. Этого хватит на расселение 124 тысяч квадратных метров. Пока это примерно половина от необходимого объема. Ускорение масштабного переселения, в том числе из неперспективных поселков или районов Крайнего Севера, вопрос комплексный, и его решением сейчас занимается не только Минстрой. Мы сейчас ведем активную работу с федерацией, как и Владимир Викторович говорит, с целью обеспечить доведение до региона, до республики средств федерального бюджета по программам дорогам, по мостам, по жилью. Входим в дополнительные программы, в которых раньше республика не участвовала, подразумевающих федеральное софинансирование. Поэтому пока что делить шкуру неубитого медведя не будем, но работа активно ведется в плане того, чтобы на республику вернулись деньги, которые она в виде налогов дает на федеральный уровень. В Иркутии за счет региональных средств продолжается расселение опустевших поселков. Руководитель Минстроя Игорь Кузьмичев высказывается за отдельную программу для Заполярья с учетом арктических перспектив. Увеличение финансирования на это направление позволит снизить расходы на содержание практически необитаемых населенных пунктов. Конечно, это серьезно будет такой вклад в части снижения нагрузки на бюджет города и в целом на республиканский бюджет. Это действительно большой фонд пустующего муниципального жилья, более 5000 квартир. Действительно, фактически финансирование, дотации идут с республиканского бюджета, потому что местный бюджет не в состоянии содержать такие расходы, оплачивать их. Это и ТТК, и капремонт, и начисления за отопление. Серьезная сумма, почти 600 миллионов. Еще одно важное направление – газификация региона. На голубое топливо уже перевели в Иркутинскую ЦВК, проложен газопровод к селу Часово. Завершается газоснабжение индивидуальных жилых домов в Сыктывкарском, Кочпане и местечке Дав Выльгарта. Лесозавод, Максаковка, Якар, Шордор – в этих населенных пунктах работы в плане на ближайшие 2 года. Люди здесь уже живут. Планируется и дальнейшее увеличение индивидуального жилищного строительства. Однако инфраструктура и земельные участки обеспечены пока недостаточно. Заявлено, что к 2024 году возможность подключиться к голубому топливу получат более 1400 домовладений. Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения Кожва. Вы озвучили, что этот объект будет включен в 2022 год. Хочу напомнить, что он был в целевой программе 2020 года, утвержденной в январе. В мае эти средства были перераспределены на создание финансового резерва под ковид, что вполне правильно. Но если мы вместе с вами не изыщем резерв финансирования для этого объекта на 2021 год, то проектно-сметная документация, которая была оплачена из скудного бюджета городского поселения Кожва в размере почти 2 миллиона рублей в 2017 году, и пройдены все процедуры, то это будет работа на смарку, и мы будем вынуждены актуализировать всю проектно-сметную и иную рабочую документацию. Мы не допустим момента, чтобы обесценилось ПСД, чтобы фактически потраченные муниципальные деньги сгорели, поэтому мы все возможные действия с целью того, чтобы проект начал двигаться в 2021 году, предпримем. И при образовании той или иной свободной строчки мы ее переиграем на Кожву. Завершен капитальный ремонт в 180 домах. Еще несколько десятков в процессе. По программе «Чистая вода» строить объекты будут в Межадоре, Карткиросе. В городе Микунь вопрос по водоснабжению, как ожидается, закроют в 2021 году. Большой потерей для региона станет снижение расходов на благоустройство. По программе «Комфортная городская среда» в этом году облагородили 102 двора и 114 общественных территорий. На следующий год у нас существенно снижаются темпы средств или размер средств, выделяемых на реализацию
программы формирования комфортной городской среды. На наш взгляд, программа, которая действительно чуть ли не в единственном, знаете, виде сегодня способна менять, значит, облик наших городов и населенных пунктов. И в этой связи существенное снижение этих средств в 2,4 раза нас, конечно, весьма волнует. Еще один эффективный инструмент – народный бюджет. Проектов у населения много, а вот финансирование хромает, считают депутаты. У нас уже даже в муниципалитетах очередь. Вот вы там поучаствовали, вы, пожалуйста, в этом году не участвуете, дайте возможность по другим. Там у вас где-то 30, по-моему, 4 миллиона. Да? Я предлагаю все-таки посмотреть, Игорь Борисович, и вам, и в рамках бюджета вот эти цифры тоже увеличить. Там не такой большой вклад, а результат он очень значимый. Модернизация ЖКХ – отдельная тема разговора. Для снижения стоимости энергоресурсов планируется перевод котельных на другой вид топлива, что позволит пусть не снизить, но сдержать рост тарифа для потребителей. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган».